Муниципальная библиотека «Светоч» продолжает знакомить с культурой и традицией коми народа. Сегодня мы расскажем о коми-посиделках. Коми-рыдпукяс. У сельской молодежи были популярны вечеринки, посиделки. Эти вечеринки проводились с начала октября, с покрова Богородицы до самой Масленицы. Организаторами становились несколько девушек-подруг. Они же собирали стол с чаем и разными закусками. Парни на вечеринку приходили позже, когда девушки уже были в сборе. Специального приглашения не требовались. Начинались игры и пляски, продолжавшиеся иногда целую ночь, до самого утра. Девушки на посиделках приходили со своими работами. Пряли, вышивали, вязали, шили. И посиделки играли очень важную роль в знакомствах молодых людей, являлись своеобразной ярмаркой невест. Летом посиделки уступали гуляния. Парни и девушки собирались вечером у реки, разжигали костер, пели под гармошку и плясали. И на гуляниях не было принято угощение. Сегодня мы на наших посиделках познакомимся с вязаными изделиями. Вязаные изделия занимали огромную роль в быту. И чтобы получить изделия вязаные изделия, сначала шерсть чесали на чесалках. Брали за ручки с обеих сторон, шерсть расчесывали, и получилось так. Затем пряли, прялка, на коме у нас печка, с помощью веретена, на веретено наматывали уже готовую пряжу, затем пряжу стирали и наматывали вот такие клубочки. Шерсть вали щод єждодно щокодвали, вали єжуд, шерсть вали єжуд. Но медом площадь вали чулки шерсть или кепу шерсть, сия уна полос турнана кращит лисна. Тая со вижов вали горд лоз уна рыма и кор Кожайка кутлис куны все ашшис родовой ним пасется как раз чуки ще раз и вычлись. Мне буд районен аспалас ще раз, тая ще раз действительно удовской ще раз, муна аслас родовой узорса, куда мамы, бабы коллись, делались, ашшис нучкаса, нывьяса. Действительно, у каждого района был свой орнамент. Цвета, конечно, цветами пользовались тоже и красным, желтым, черным, белым, зеленым, но узор у каждого района был свой. В книге «Текстильный орнамент коми» у Климовой очень все это хорошо рассказано. И также огромную помощь, кто хочет вязать, есть такая у нас книга «Народное искусство коми», коми детское искусство, где рассказывается не только о вязаных изделиях, но и о ткачестве, как вязали пояса и другие изделия. Вязать, как и ткать, в прошлом умела каждая женщина. Учась этому искусству с детства. Узорные вязаные вещи, как и тканье, были частью приданного. Ими молодая одаривала свою новую родню, они входили в комплект нарядной праздничной одежды. У коми народа существует миф, указывая на то, что женщины произошли от деревьев, или дух дерева выступает в женском облике. Прялку готовили заранее отцы для своих дочерей. Когда дочь выходила замуж, и обязательно брала с собой прялку. Эту прялку дарил ей отец. Ну а на посиделках и игрищах молодежь знакомилась друг с другом, выбирали себе пару и, конечно же, пели песни. И давайте мы сегодня с вами споем песни. Милай лото,